За последние сутки в коме 3 новых летальных исхода от коронавируса. Темпы заражения снижаются несколько дней подряд, и большая часть новых заболевших теперь в Сыктывкаре. 19 из 37. Такие вот две тенденции. Тяжелых пациентов по-прежнему санавиации везут в столицу. Сейчас самое большое их количество находится под наблюдением медиков Республиканской клинической больницы – 220. 135 человек лежат в инфекционной больнице. А вот как оперативную обстановку прокомментировал в своем ежедневном телеобращении исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. Уважаемые жители республики, добрый день. Сегодня я работаю в Удырском районе. В селе Кослан я принял участие в открытии памятника командиру отделения 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ Константину Валерьевичу Кривушеву. Бессмертная 6-я рота в феврале 2000 года в Чеченской республике сдерживала натиск почти 2500 боевиков. В неравном бою погибли 84 десантника, среди них был и Константин Валерьевич Кривушев, который посмертно награжден за этот подвиг ордена мужества. Этот памятник – дань уважения и почтения бойцу, а в его лице всем нашим солдатам и офицерам, которые в непростые для страны времена проявили настоящий героизм. Сегодня мы побывали в детском саду села Кослан. В этом году здесь в рамках проекта «Народный бюджет» были заменены часть старых окон, также проведен косметический ремонт, заменено уличное освещение и в целях безопасности установлены видеонаблюдения. Есть потребность в капитальном ремонте кровли детского сада, поэтому я поручил администрации района сделать проектно-сметную документацию для проведения ремонтных работ и для проработки вопроса о финансировании уже в этом году. Хочу сказать, что все вопросы и предложения, которые озвучивают жители во время моих рабочих поездок по районам, обязательно берутся в проработку и находятся на моем личном контроле. Так, по итогам моей первой поездки в Удырский район, которая состоялась 22 июня, были решены ряд проблемных вопросов и выделены средства на проведение ремонтных работ в Удырской ЦРБ. Свыше 13 миллионов рублей мы выделили на ремонт терапевтического отделения, пищеблока, и деньги уже доведены до лечебного учреждения. Сегодня я попросил проконтролировать главу района, чтобы до конца года эти работы были проведены. В поселке Пысса будет организован беспроводной доступ к интернету. Для этого в 2021 году будет установлена базовая станция. В поселке Йодва будет сформировано пожарное подразделение в рамках добровольной пожарной команды. Сейчас решается вопрос по передаче помещения пожарного депо из ведения УФСИН в муниципальную собственность. Об этом мы договорились при личной встрече. Александр Петрович Калашников приезжал, и вы помните, я вам докладывал об этом, приезжал в Сыктывкар, и мы этот вопрос тогда обсудили. Сейчас идет уже передача. Работа ведется совместно с администрацией района. В Удырском районе продолжаются работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено свыше 28 миллионов рублей. В этом году в рамках нацпроекта будут благоустроены 30 дворов. С начала строительного сезона работы завершены уже в 9 дворах Кослана. Средства нацпроекта направлены и на обновление общественных пространств. В Кослане, например, заасфальтируют площадь перед зданием церкви по улице Наташи Трофимовой и установят детскую площадку, а также благоустроят территорию парка. И в завершении, как обычно, проинформирую вас об эпидситуации. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 5567 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки 37 человек, под медицинским наблюдением 2400 человек, выздоровело 4457 человек, за сутки очень хорошо выздоровели 121 человек. И если мы будем идти такими темпами, то вот я вам говорю, что мы неумолимо приближаемся к количеству заболевших. Как только мы перевалим, тем самым мы создадим прецедент того, что мы начинаем выздоравливать. Уважаемые жители республики, это все основные новости, которыми я сегодня с вами хотел поделиться. Будьте здоровы,
Берегите друг друга. До завтра.